началась война, стали идти немцы из Вишнева на Воложино, стали стрелять, стали снаряды рваться, вот. І тата викопав яму і ховав эту одежу мамину, і всю, яка там була у хаті одежа, ховав ту яму, засипав. І мама із Романом, маленечкий був Роман, полетела у окоп, который за вёской находился Первой мировой войны окоп, полетела у окоп, а тата из брони большей остался тут засыпать одежду. И вот липа росла великая, толстая, коля на границе и с конувками. И вот в эту липу ударил снаряд, и осколком полетела у ручку брони. И тата, то и не ведаю, не могу сказать, что он успел засыпать ту ямку, чи не. Ухватил рукой, зажал эту ручку и полетел в окоп. Там скинул себе рубашку и порвали, и завязали. И вот тогда далее люди помогали. Еще это. Ну, тогда сказали, что як была вот эта бомбежка, коли Климов, коли Крыжов там, лежит солдат, и в его сумка забитый немецкий солдат. Пошли, взяли ту сумку, як могли, так рятовали это дитя. И пожизненно осталась аж до кости ямка. Вот знак войны. Вот такие работы. Вот так. А день мне казали, что партизаны потом пришли, забрали у войну. И в упраж забрали эту. Может быть. Лишь это не пиши. Мама палила печь и была одевшая самотканого матеріалу, самотканого сачочок такий палила. І в її було серебряне колечко на руці. Так як я йшла замуж, їй було серебряне колечко. И вот пришли незнакомые люди и сказали отдать все, что, ну вот, потребное там им. Зняла, колечко отдала и каже, вот на мне гэты, ну, берите гэты пинжачок от меня. Ну, не взяли, тому что он был не потребен никому, гэты пинжачок. Вот, а забрали то, что им потребное было. Вот, какие работы. Ну, может, и все. Это я вот, ой, тата шмат, что рассказывали, я была мала еще. А вам ничего дед не рассказывал про Барковского, что он был в этой банде, в этой армии краевой? Барковский, так он же не вернулся из войны, Барковский, до мыльки своей. И он же не вернулся, потому что боялся, что его тут... А потом я в Польшу до его поехала? И он был в Франции. С Франции переехал в Польшу. Бо он не мог взять мельку. А у Франции у него была женщина. И он кинул на женщину, переехал в Польшу и запотребовал эту. И хлопцов своих забрал. И Стась, и Казик. Два хлопцы были. Стась был старейший, Казик молодейший. И забрал и мельку. А пока забрал, и он им присылал одежду. Что мог? И он там им присылал сюда у вёску. Ще й мне досталося. А я вот, як був малий, раз був мій батько напився, він казав, що це ж було, і з дідом сварився. Він казав на діда, я тебе продам. Ти Барковському автомат давав, викапав. Про якого він мав на увазі Барковського? Тут
уже хватало. Знаєш, А може я прізвище переблитав? Малий. Ты знаешь, и шли из Богданова, и шла фронт на Воложений шел. Ну да. А як Нікітінський при пам'ятнику, чи ходив ти, як був у школі до пам'ятника? Ходив. І от Нікітінський виступав. От чи запомнив ти, як він каже, да, я же ж був учасник війни, виступав около пам'ятника. Ну, ми зрагочимося, взрослі люди. Да, ішов фронт, і з этого ми дошли до Городського, кончилася війна. Кончилася війна. А ён що утек від Городського? А він з Городського утек до хати. Вот. І учасник війни. А потім партизаном був війну? Партизанів тут у людей? Не партизанів, ні? Що він партизан? Ну, казали, його батько був поп, батюшка. Де він от блитався, той Нікітінський. Тоді устроївся агентом, от ходив, збирав гроші, там, страховки, налоги. Неколи ж за все платили. Вот. Ой, не витримати. А ви некалі казали, што як бацька мой хадзіў у школу, а дзед строіў у Вішняве гэты завод, рамантаваў, крышу рамантаваў. Мой бацька хаваўся пад мост і ў школу не хадзіў. Гэта і у гэтым, як же это называется, дзе панскі двор. Да, там, дзе панскі. Там рабілі МТС, была МТС, там трактора былі. І тата разрушены былі ганыя будынкі. А яны дастраивали, рабілі пад навесы, рабілі склад, що там рабілі в МТС. Ну, дык тата ж хадзіў туды, плацілі, і добра, і мы, у нас і хлеб быў. А вы казалі, разам хадзілі з дзедам туды пад мостом гулялі? А там ока мост же ж быў, і рэчка цячэ. Дык ляталі, бо чакалі, што дадуць тата, ён ж нешта купяць, там 100 грам нейкіх цукерак, грошай ж давалі. Это ж не просто так у колхозе было за трудодні. Ён і макароны купя нам, ён і хлеба, і ўсяго. І дзе ж Роман? Роман вучыўся блага, але на яго ніхто не крычаў, што ён вучыцца блага. Еще тата яго выдаваў замуж за Яню Чарнёвую. Ну вот, сынок, возьмешь Яню, будете жить, будете около